Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите интернет-проект Дома дружбы Карагандинской области «Достык Дастархана». У нас сегодня в гостях руководитель Национально-культурного центра «Дагестан» Рамис Пшивинов и шеф-повар ресторана «Папаха» Павел Витошек. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, дорогие наши гости. Очень рады вас видеть. Как настроение? Отлично настроение. Это прекрасно. Что мы сегодня будем готовить, Павел? Мы сегодня будем готовить даргинское чудо, национальное блюдо Дагестана. Небольшие продукты тут. Фарш говяжий, картофель, лук, дрожжи. Ничего особенного, но очень будет вкусно. Давайте мы тогда приступим. Как часто вы дома готовите? Понятно, что в ресторане «Папаха» вы каждый день на работе готовите разные блюда, а дома? Дома бывает, по выходным. Естественно, дети просят, готовим, очень вкусно. Дети помогают, учатся тоже. Прекрасно. Так, давайте мы вернемся к истории этого блюда. История эта зарождалась далеко, высоко в горах, очень давно, древний рецепт. Я ездил туда, обучаться, очень понравилось. Сейчас вам покажу весь процесс. А в чем особенность дагестанской кухни? Там используются своеобразные специи, зелень, все натуральные продукты, все они сами производят. Прекрасно. Рамис Ширинович, а вы как часто на кухне готовите? Это как положено, когда выходные. Что вы говорите? Да, дети любят, когда выходные стоят, то есть что-то особенное. Что-то особенное такое, да. Вот в зимнее время я, бывает, по выходным так кушать, на кухне готовлю, а в летнее время я постоянно готовлю в казане что-то. На печи. Шашлыки, либо там казан-кебаб приготовлю, там, очень много разных блюд, там, дамляна. Вот такие вещи. Национальные блюда Дагестана наверняка супруга очень хорошо готовит. Больше всего, конечно, у меня дочки готовят. Дочки? Да, они любят готовить. И чудо готовят, и хинкал готовят. Очень много разного блюда. И каждый раз они это делают по-разному. Потому что даже взять хинкал, блюдо, это же тоже много разных видов же. Он чем-то схож с казахским бешпармаком. Вот так. Ингредиенты такие же, да? Тесто, мясо, просто подача по-другому. И тесто само немножко по-другому делается. Различные соусы. Павел, понятно, по-своему готовит, вы по-своему. Да, мы-то как полегче, Павел как профессиональный, там более со всеми специями, с наворотами. Мы там больше готовим какой-то лезгинский хинкал, это кумыкский тоже такой же, он это тонкое тесто раскатывается ромбиками, отваривается, мясо отдельно подается, и соус обычно мы делаем кефир с чесноком, с зеленью. А вот другие виды хинкала, этот Павел уже готовы. Профессиональные, можно сказать. А сколько дочкам лет? Они уже на кухне готовят, помогают? Старший 26, младший 21. А вы в каком году в Караганду приехали? Я здесь родился. Здесь родились. Да. Это у меня родители, они приехали в Казахстан. Отец приехал в 61 году, в 60-м году, приехал целину поднимать. Вот. С тех пор мы здесь. Сначала он в Актубе был, там жил. Потом, когда узнали, что на моей стороне здесь в Караганде есть родственники, там двоюродная тетя, вот тогда они приехали сюда и уже здесь начали жить. Вот, 25 лет я дал проходки подземным шахтерам, учебным шахтерам. Очень излишне. Павел, для вас что значит дружба народа? Дружба народов, это получается ценности семейные, во-первых, доброта, уважение друг к другу. Как вы считаете, в чем особенность национальных блюд дагестанского народа? Наверное, это в приготовлении и в своеобразных специях. Но сейчас же видите, сейчас в современном мире сейчас все переплылось специями, у всех практически, грубо сказать, зира, да? Она и в плове применяется, в узбекском, и это, также в Дагестане, допустим, да? Кориандр, кинза, рейган, да, это базилик. Каждого блюда, то есть как ты его добавишь, это какой-то дает свой вкус специфический, какой-то такой, как вам сказать, аромат, допустим, мясо, тесто, да, потому что самое распространенное тоже блюдо на Кавказе, допустим, у лезгина называется афара. Это своего рода тесто тонко раскатанное, это оно жарится на сухом, как сковорода, там на плите, оно на печке жарится, жарится. В качестве начинки там идет творог, зелень.
либо просто зелень. Вот зелень пусть бывает, что жарит, либо так, и все, ну все, она в тесте так обжарится, и очень вкусные И такие. только блюда. зелень. Бывает творог делают. Но в основном такие блюда, это как летние считается блюдо, она там Легкие, без да? мяса, да, вот. Сыр делают иногда, зелень или просто сыром. Вот так. То есть и везде свои, где-то просто соль с перцем, где-то зира, где-то кориандр. Павел, расскажите про свою семью. Ну, у меня 4 детей, все дочки, Девочки. девочки. Младшенькая 11 лет сейчас, остальные старшие 14, 18 и 21. Тоже помогает уже. Да, конечно, когда есть возможность у них от учебы, постоянно на выходных со мной помогают, готовят. Фарш готов, теперь мы приступаем к тесту. Наливаем воды, теплого молока в равных пропорциях. Раниш Ильич, расскажите, пожалуйста, о работе центра Дагестан. В каком году был создан? Ну, вообще Дагестан был создан культурный центр в 2006 году. Вот, там собрались наши аксакалы, потому что обычно мы как бы существовали, но в основном существовали мы за счет того, что сами собирались, кто после. Вот тут решили мы создать, зарегистрированную организацию. Вот. И там наши аксакалы меня молодого избрали, мне было 30 с чем-то лет еще тогда. Вот. И я был с жару, как говорится, начал энтузиазмом такой работать, этой общественной деятельности. В общем, мы сразу, в первую очередь, что мы сделали, это когда собрались вся молодежь, взрослые люди, создали сначала танцевальный коллектив свой. Вот. Потом начали уже встречи проводить более организованные, с участием молодежи, где-то с изучением, допустим, приготовление пищи, да, обучали молодежь культуры, традиции, да и все мы обучали. Вот. Но уже более такая, знаете, работа пошла. И мы, когда нас включили в состав ассамблеи, сначала Карагандинской области, потом Республиканской ассамблеи, вот, уже у нас пошла более масштабная работа, мы уже стали работать по социальным сферам деятельности, стали проекты, да. Плюс помимо этого мы также ходим по детским домам. Вот. Павел, вы уже подготовили все. Дальше Да. что мы делаем? Получается, выкладываем начинку.
Альшер Ильич, в этом году все казахстанцы отмечают 30-летие Ассамблеи народа Казахстана. Проходят масштабные мероприятия. Я уверена, что вы тоже участвуете в них, республиканских, областных. Что для вас значит 30-летие Ассамблеи? Ну, во-первых, хочу всех казахстанцев поздравить с этой датой, 30 лет Ассамблеи народа Казахстана. Это 30 лет нашей плодотворной с вами работы. Это работа не только именно нашей ассамблеи, это работа всех казахстанцев. И я смотрю на людей, вот какие наши люди все, да, молодежь, взрослые люди, какие они добрые, как отношения друг к другу. Если какое-то, если что-то происходит в Казахстане, да, как мы быстро все мобилизуемся, какую помощь мы оказываем моментально, быстро, не дожидаясь там каких-то чего-то определенных моментов, все, уже даже на культурное объединение сможешь в этот же час, все, уже такие потоки помощи идут моментально. Фуры с машины, да, они грузятся, отправляются моментально. Все оперативно, все это сообща. Это все, это вот эта маленькая, это работает, все маленькое зерно, посеянное 30 лет назад. Вот это, я считаю, самая основная цель ассамблеи. Конечно, я хочу, в первую очередь, всем казахстанцам пожелать уважения, мира, любви друг друга, уважения друг друга, чтобы ценили, понимали друг друга. Ведь это все, то, что ассамблея научные цели ставит, это определенная работа. Но самое основное ядро — это наши с вами отношения, уважение и взаимодействие. Прошли 30 минут, наш пирог готов. Будем пробовать. Приятного аппетита. Приятного аппетита, давайте пробовать. Даже смотришь, уже как будто наелся. Жаль, что запах не может передать через Какая вкуснятина. Все-таки необычный вкус, наверное, из-за специй, да? Это не тот пирог, который мы обычно готовим. Это да. Дорогие гости, спасибо вам большое за то, что нашли время, приехали к нам в студию и приготовили вот такой вот шикарный, вкусный, божественный пирог. Всегда рады. Спасибо вам большое за то, что пригласили нас, за то, что мы есть возможность для зрителей показать кусочек дагестанского блюда, кусочек дагестанской жизни. Дорогие зрители, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и будьте вместе с нами. Приятного аппетита!